Если специально надрез, она выпьет, наливает кипяток, вот так смывает и внуку отдает. А ему 3 года всего лишь. Он сейчас пьет по чуть-чуть, он уже каждый день так. Понимаете? Это даже женщина, моя соседка, она неделю 1 раз ходила. Мой брат тоже неделю 1 раз ходил. Он пьет вот этот хемокин, теперь каждый день ходит. Особенно нам, пенсионерам, это очень важно. Почему? Потому что мы с детства получаем химика, капельницы, таблетки пьем. А чтобы очистить, надо пить обязательно хемокин. И потом в поддержку эта южная компания «Атом» действительно отличается от всех. Почему? Потому что есть компании, которые зарабатывают только верхушку, правильно? Поэтому в Узбекистане говорят: ой, нам это не нужно, нам это не интересно. Это неправда. Вот именно южнокорейская компания «Атом» дает возможность всем зарабатывать. Почему? Можно я чуть-чуть? Да? Вот смотрите, если есть пирамида, всегда зарабатывала только верхушка, Арифлейм, да, все компании. А здесь компания зарабатывает все. Те, которые поднялись наверх, им сделали ограничения, они зарабатывают по 100 тысяч долларов, по 50 тысяч долларов, по 70 тысяч долларов. И они, их обороты, когда лимит закрывается, падает вниз их. И мы начинаем за счет них зарабатывать, мы начинаем тоже расти. И каждый человек, который начинается внизу, они не будут думать о том, о, почему только вверх зарабатывать. Нет, они нам тоже помогают, поэтому мы тоже будем расти вверх. И особенно женщины думают о детях, правильно? У нас Узбекистан отстает от сетевого маркетинга. Мы думаем о детях. Если не вы, то кто проложит тропиночку? Потому что у нас есть дети, у нас есть внуки. Вот у нее 4 детей, да? Она хочет детей поднять. А как она поднимет? Только поднимет, только через корейскую компанию «Атом». Только. Почему? Потому что она думает о детях. Зарплата у нас не всем хватает, всегда у нас денег нету, все мы берем кредит. Моя дочка работает в Корее. Я не хочу, чтобы она там работала. Там заработки хорошие, но там можно болеть. Поэтому я работаю в этой компании, чтобы дочка